В эфире игра «Ума палата». Отборочные этапы. Сегодня из этой студии можно уйти победителем, а можно остаться ни с чем. Игрокам придется забыть о дружбе и симпатии, ведь тот, кто окажется умнее, быстрее, а быть может и удачливее, сможет вырваться в финальную схватку за денежный приз в 100 тысяч рублей. Финальные игры состоятся в конце телесезона. Перед нами две красивые и азартные девушки. Сегодня зрителям НВК СХ, как и самим участницам, предстоит открыть, быть может, неожиданные качества в самих себе. Но тем и интереснее. Представьтесь. Меня зовут Виктория Лихонова, я учитель русского языка. Юлия Решетникова, учитель-логопед. Юлия, скажите, пожалуйста, сегодня в нашей игре вы будете рассчитывать в большей степени на свой высокий интеллект или на удачу? И на то, и на другое. Виктория, сегодня будет страшно, жестковато, но тем не менее. Скажите, пожалуйста, имеется ли у вас опыт преодоления своих страхов? Ну, учитывая, что я работаю с детьми, в принципе, да. Юлия, принято считать, что учителя – это самая стрессоустойчивая категория граждан. Вы согласны с этим утверждением? 100%. Сейчас перед вами черный ящик. В нем находится два шара синего и красного цвета. Вам предстоит одновременно вытянуть тот или иной шар, и верность выбора определит ход вашей игры. Тот, кто вытянет шар красного цвета, будет начинать первым. Приступайте. Виктория, вы будете отвечать на вопросы нашей игры первой. Верните шары на место, и мы сможем приступать к нашей игре. Итак, в игре 3 раунда. В первых двух вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В третий раунд пройдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам второго раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится 2 минуты. Игроки будут отвечать на вопросы по очереди. Начинает Виктория. Итак, первый раунд. Виктория, какая фамилия была у кота в мультфильме «Трое из Простоквашино»? Матроскин. Сколько лет? Юлия, сколько лет по подсчетам Пушкина написал роман Евгений Онегин? 12. 7. Виктория, какая наука изучает поцелуи? Не знаю. Филиматология. Юлия, из скольких палат состоит Федеральное собрание РФ? 6. 2. Виктория, в какой стране находится гора, ранее известная как пик коммунизма? Не знаю. Таджикистан. Юлия, когда началось строительство Великой Китайской стены? Не знаю. В 3 веке до нашей эры. Виктория, как назывался древний торговый путь, соединявший Восток с Западом? Шелковый. Верно. Юлия, как Александр Македонский решил загадку Гордеева узла? Пас. Разрубил мечом. Виктория, какое государство самое маленькое в мире? Люксембург. Ватикан. Ой, Юлия, какая известная тюрьма была взята штурмом 14 июля 1789 года? Пас. Бастилия в Париже. Виктория, восстание Спартака произошло до нашей эры или в нашей эре? В нашей. До нашей. Юлия, в честь какого полководца названы в России специализированные учебные заведения для школьников? Суворов. Верно. Виктория, благодаря какому литературному герою язык обогатился фразой «борьба с ветряными мельницами»? Дон Кихот. Верно. Юлия, как называется планета, на которой происходит действие фильма «Аватар»? Пас. Пандора. Виктория, что больше, 2 в 4 степени или 4 в квадрате? Равные. Верно. Юлия, самая большая рыба на нашей планете? Акула. Белая. Китовая акула. Виктория, что подразумевается под скоростью? Не знаю. Пас. Скорость – это мера скорости в заданном направлении. Юлия, у какого насекомого нет слуха? Богомол. У мухи. Виктория, назовите столицу Ирака. Тегеран. Багдад. Юлия, маска из чего смутила Николая героиня Ирины Муравьевой в фильме «Москва слезам не верит»? Пас. Из клубники. Время вышло. Первый раунд завершен. Его итоги следующие. В течение первого раунда я вам задал 20 вопросов.
При этом Виктория верно ответила на 4 вопроса, а Юлия на 2. Виктория, как вам результаты первого этапа и довольны ли вы собой? Нет, конечно. вы Печальные считаете? результаты. Но это на быстроту, поэтому понятно, что не на все вопросы можно ответить, собраться. Понятно. Юлия, скажите, пожалуйста, а как вы сами считаете, в нашей игре вы преуспели сегодня? Нет, конечно. С чем это связано? Как вы Я думаете? растерялась. Вы растерялись? Да. Ну, это славно, что детки успевают, но, видимо, сам логопед не очень, да? Вот он, переломный момент. Виктория, вы получили преимущество. Во втором раунде вы будете отвечать первой. Преимущество заключается в том, что тот, кто отвечает первым, будет отвечать до своей первой ошибки, а значит, быть может, не оставить никаких шансов своему сопернику. Коллеги и союзники в работе, но в нашей студии непримиримые соперники продолжают игру за денежный приз в 100 тысяч рублей. Виктория, как называется крупный кузнечик в Африке? Пас. Цикада. Юлия, как называлась битва на Тихом океане между ВМС США и Императорским флотом Японии в июне 1942 года? Пас. Битва за Медуэй. Виктория, мультфильм «38 попугаев» рисованный или кукольный? Кукольный. Кукольный, верно. Каким православным праздником заканчивается Страстная неделя? Прощенное воскресенье. Пасха. Юлия, как расшифровывается первое слово в аббревиатуре ТАСС? Территориальный. Телеграфная. Виктория, шкатулка из какого камня дала название целому циклу сказок Павла Бажова? Малахитовая. Верно. Какое максимальное количество звезд может быть присвоено гостинице? 5. Верно. Какой литературный герой на памятнике в Рыбинске стоит рядом с мальчишкой с яблоком? Том Сойер. Остап Бендер. Юлия, к какой части речи относятся слова «рассказывая» и «пролетая»? Где причастие? Верно. На каком языке Деда Мороза называют Пер Ноэль? Голландский. Французский. Немецкий. Виктория, какой художник называл картины «Ковер-самолет» и «Иван-царевич» на сером волке? Серов. Васнецов. Юлия, в какой стране находится аэропорт имени Ислама Каримова? Ирак. Узбекистан. Виктория, какой писатель нарушил обещание, что эпопея «Темная башня» станет его последней работой? Пас. Стивен Кинг. Юлия, сумма точек всех костей одного стандартного набора этой игры равна 168. Какая это игра? Домино. Верно. У какого прибора есть коромысл, на котором укреплен указатель, а на концах подвешены чашки? Пас. Весы. Виктория, по книгам какого древнегреческого математика уже 2000 лет изучает геометрию? Аристотель. Эвклид. Юлия, в каком месяце Леший попросил мультяшного домовенка Кузю разбудить его? Апрель. В марте. Виктория, какая буква современного русского алфавита официально утверждена лишь в 1942 году? И кратко. Ё. Юлия, Геккельберг-Финно однажды пришлось выдавать себя за своего друга, которого звали Пас. Том Сойер. Виктория, что косил ясь в известной песне «Песняры»? Траву. Конюшину. Время вышло. Второй раунд завершен. А теперь перейдем к сухим фактам. Во втором раунде было задано 20 вопросов. При этом Виктория дала 3 верных ответа, а Юлия только 2. Это означает, что Виктория проходит финал игры «Ума палата». Юлия, у меня к вам буквально парочку вопросов. Скажите, пожалуйста, почему не удалось все-таки в решающем раунде одолеть своего соперника? Не знаю ответы на вопросы. Я запуталась. Юлия, скажите, пожалуйста, вы хорошо учились в школе, ведь это школьный уровень? Ну, как сказать? Нормально. Средне. Угу. Были тройки в аттестате? Троек нет. Мгм. Тогда странно. Скажите, пожалуйста, можете ли вы что-то, быть может, пожелать своему оппоненту? Удачи, конечно. Я уверена в Виктории, что она сможет дойти до конца. Спасибо, тем не менее, вам за игру. Прощайте. Спасибо. Виктория, как вы оцените свою игру во втором раунде? Слабовато. Скажите, пожалуйста, были ли вопросы, на которые вы знали ответы, но дали ответы неверные? Конечно. С чем это связано, как вы думаете? Торопишься, путаешь, а назад дороги нет. Да, в нашей игре действительно дороги назад нет. Скажите, пожалуйста, а какой вопрос можете ли вы припомнить? Вам показался наиболее интересным, может быть, смутил? Тегеран. Ирак, Иран. Как я могла спутать? Как я могла сказать, что в нашей эре Спарта? Вот такие вопросы. Простые. Понятно. Виктория, мы готовимся перейти к третьему раунду. Вы учитель, и чаще всего именно вы задаете вопросы
А дети отвечают: ну, в этой игре вопросы задаю я. Итак, правила третьего раунда. Я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вам удастся довести общий счет по результатам всех 3 раундов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за денежный приз в 100 тысяч рублей. Я напомню вам, что побороться за них у вас появится возможность в конце нашего телесезона. Как называется деловой район Москвы, куда входит башня Федерации? Пас. Москва-Сити. Чему равна длина удава в слоненках? 33. 2 слоненка. Какая улица в Санкт-Петербурге вдохновила Чуковского на создание «Злого разбойника из Африки»? Пас. Улица Бармалеева. Кто в фильме «Место встречи изменить нельзя» сыграл Шепелявого воришку, Пас. кирпичам, Садальский? Каким словом греки назвали напиток богов, а мы напиток на основе фруктовых соков? Компот. Нектар. На какое пирожное часто наносят глазурь, маскируя отверстия для заливки крема? Пас. Эклер. За последнее место каких соревнований спортсмену присуждается красный фонарь? Пас. Тур де Франс. Каких животных сотрудники Эрмитажа ласково называют эрмиками? Пас. Коты. Какое явление миф связывает с богиней Персифоной, которая часть времени проводила под землей? Пас. Времена года. Пост генерального секретаря какой организации 1 января 2017 года Пас. занял? Горнолыжный курорт Чимбулак в Казахстане расположен выше или ниже катка Медео? Выше. Выше. Как в царской России назвали земское войско, несущее местную службу? Опричники. Милицем. Какое природно-оптическое явление состоит из цветов спектра видимого излучения? Пас. Радуга. Время вышло. Виктория, каковы ваши ощущения от игры в целом и от третьего вашего совсем незадачливого раунда? Ну, на самом деле я осталась в восторге, потому что это же игра. Моей целью было просто поприсутствовать здесь. Одно лишь присутствие влекло вас на эту игру? Ну, сама атмосфера, скажем так. И какая это атмосфера? Какая атмосфера? Я проглотил, конечно. Ладно, не надо про атмосферу. Значит, давайте я сразу же перейду к результатам. За время игры я задал вам 13 вопросов. Вы дали только один верный ответ. В последнем решающем раунде вам не удалось дать 20 правильных ответов. Это означает, что вы не проходите в финал нашей игры и не сможете получить возможность побороться за денежный приз. И покидайте нашу игру. До свидания. До свидания. Это игра «Ума палата», где удачливые, умные и не всегда игроки пытаются штурмовать нашу студию за денежный приз в 100 тысяч рублей. Ну что же, пришло время познакомиться со следующими игроками. Это игра «Ума палата». Имя этого человека в числе самых известных в русской литературе. Всю свою взрослую жизнь он увлекался гаданиями и предсказаниями, а трагический исход ему предсказали еще при жизни. Император Николай I не любил его. Когда монарху сообщили о смерти этого человека, якобы тот ответил: «Собаке собачья смерть». О ком идет речь? Давайте узнаем это у наших следующих игроков. Игроки, представьтесь. Меня зовут Харлампиев Дима. Я ученик 10 класса физико-технического лицея имени Ларионова. Источкин Вадим, ученик 10 класса физико-технического лицея имени Владимира Петровича Ларионова. Дмитрий, как вы учитесь в школе? Средняя? Можете ли вы сами себя назвать эрудированным человеком? Ну, вполне. Назовите 3 школьных предмета, которые даются вам лучше всего. Алгебра, физика, география. Прекрасно. Вадим, вопрос об известном человеке в русской литературе я хотел бы адресовать именно вам. Знаете ли вы его? Ну, если не ошибаюсь, это Михаил Юрьевич Лермонтов. Ответ, конечно, верный. Да, это Михаил Юрьевич Лермонтов. Что вам нравится из творчества Лермонтова? Творчество Лермонтова. Ну, «Герой нашего времени». Классика, очень хороший роман. Как настроены на сегодняшнюю игру? Позитивно. Ну, конечно, это, скорее всего, будет триумф моего стыда и позора, но попытаться стоит. Да, игра того стоит. Ну что же, давайте приступать. Итак, игра покажет, сможете ли вы выиграть 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов в 3 раундах нашей игры. А пока что перед вами находится черный ящик,
В нем два шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы иметь возможность отвечать первым на вопросы первого раунда. Игроки, приступайте. Вадим, вы получили преимущество. Вы вытянули шар красного цвета в игре «Ума палата». Это означает, что вы будете отвечать первым на вопросы первого раунда. Верните шары на место, и мы будем начинать. Итак, в игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В третий раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам второго раунда. Проигравший же покинет нашу игру. В первом раунде игроки отвечают по очереди. Первым отвечает Вадим. Итак, первый раунд. Вадим, как называется прямая, проходящая через вершину угла, делящая его пополам? Бисектриса. Верно. Дмитрий, 4-я по счету планета Солнечной системы – это… Марс. Марс. Вадим, при шкале измеряют мощность землетрясений. Пас. Шкала Рихтера. Дмитрий, какая из этих стран является светской? Саудовская Аравия, Иран, Турция. Иран. Турция. Вадим, сколько существует основных законов Ньютона? 3. Верно. Дмитрий, кто является автором романа «Кто виноват»? Пас. Александр Герцен. Вадим, каким символом обозначается золото в периодической таблице Менделеева? Аурум. Верно. Дмитрий, сколько пар хромосом включает геном человека? 46. 23. 20. 23. 23, Ладно. верно. Вадим, когда сутки короче, летом или зимой? Зимой. Они одинаковые. одинаковые, Дмитрий, точно. в какое время года Земля приближается к Солнцу? Летом. Зима. Вадим, где в нашей стране находится горный массив Синегорье или Синие горы? Пас. Свердловская область. Дмитрий, что означает термин казус белли? Пас. Повод для войны. Вадим, чего категорически боятся делать люди, страдающие аблютофобией? Пас. Мыться и умываться. Дмитрий, между какими реками располагалась Месопотамия? Пас. Тигр и Ефрат. Вадим, про какую науку древние римляне говорили учительница жизни? Философия. История. Дмитрий, какая наука занимается изучением музыкальных инструментов, их конструкций, свойств, классификации их типов и видов? Сольфеджио. Органология. Вадим, кем работал русский богатырь Микула Селянинович? Крестьянином. Пахарем. Дмитрий, какой из этих слов пишется раздельно, вдобавок в придачу в накладе? В накладе. В придачу. Вадим, какая африканская страна никогда не была колонизирована? Пас. Эфиопия. Дмитрий, какой писатель отказался от Нобелевской премии? Пастернак. Верно. Вадим, столица какого государства был город Ниневия? Пас. Ассирия. Дмитрий, как называлась серия войн за Святую Землю в средние века? Крестовые походы. Верно. Время вышло. Итак, первый раунд завершен. Общая статистика первой игры выглядит следующим образом. Всего за игру я задал вам 22 вопроса. При этом Дмитрий дал 3 правильных ответа, Вадим также 3. Это означает, что проводится дополнительный раунд для определения победителя первого раунда. На вопросы дополнительного раунда вы отвечаете по очереди до первой ошибки по принципу пенальти. В дополнительном раунде, Вадим, вы будете отвечать первым, как получивший преимущество в первом раунде. Вадим, Тартюф из пьесы Мольера – обманщик или обжора? Обжора. Правильный ответ – обманщик. Дмитрий, если вы дадите правильный ответ, вы выиграете. Вешенка – это съедобный или несъедобный гриб? Несъедобный. Правильный ответ – съедобный. Вадим, в какой игре вратарский щиток называют блином? Бейсбол. Правильный ответ – хоккей с шайбой. Дмитрий, сейчас, если вы ответите правильно, вы выиграете. В каком сражении 27 июня 1709 года русская армия разгромила шведов? Пас. Правильный ответ – Полтавская битва. Вадим, какой князь возглавлял русские войска в Куликовской битве? Юрий Долгорукий. Правильный ответ – Дмитрий Донской. Дмитрий, в этом балете Чайковского одна главная героиня – ранимая, нежная Адетта.
по традиции одетая во все белое, а другая – коварная обольстительница Адилия во все черное. А танцует обе партии одна и та же балерина. Назовите этот балет. Лебединое озеро. Нет. Правильный ответ – Лебединое озеро, и вы побеждаете в дополнительном раунде. Вот он, переломный момент. Дмитрий, вы получили преимущество. Вы будете отвечать первым на вопросы второго раунда. Во втором раунде игроки отвечают до первой ошибки. Это означает, что если вы всегда будете давать правильные ответы, не произойдет перехода к Вадиму. Дмитрий, какая из планет Солнечной системы самая горячая? Юпитер. Это Венера. Вадим, сколько пешек у каждого шахматиста в начальной позиции? 5. 8. Дмитрий, где находятся горы Атлас? Пас. Африка. Вадим, в греческой мифологии Немезида является богиней Плодородие. возмездия. Дмитрий, как в древнее время называлась торжественная процессия перед гонками колесниц или боями гладиаторов? Пас. Помпа. Вадим, назовите главную героиню Столетней войны. А Жанн д'Арк? Верно. Вадим, как называется литературное произведение, где персонаж бросается под поезд? Анна Каренина? Верно. Вадим, сколько будет 2 плюс 2 умноженное на 6. 2? Верно. Вадим, как называют прямую, ограниченную точками? Отрезок? Верно. Вадим, где находится самая широкая река в мире? В Южной Америке? Верно. Вадим, какая из этих физических величин не имеет единиц инертность, удельный вес, сопротивление? Инертность? Верно. Вадим, сколько костей в теле взрослого человека? 132. 206. Дмитрий, какой из химических элементов обозначается символом плюмбум? Свинец. Верно. Дмитрий, кем российский император Петр II приходился российскому императору Петру I? Сын. Внуком. Вадим, кто из древних философов по преданию жил в бочке? Диоген. Верно. Вадим, как прозвище какого князя в переводе обозначает денежный мешок? Толстосум, не знаю. Иван Калита. Дмитрий, во время коронации на какого правителя произошла Ходынская катастрофа? Николай II. Верно. Дмитрий, какой энергией обладают движущиеся объекты? Кинетической. Верно. Дмитрий, акула, кит, сельдь, треска. Что из них лишнее? Кит. Верно. Млекопитающее. Дмитрий, представьте шестиэтажный дом. Чем выше этаж, тем больше в нем жильцов. На какой этаж лифт ездит чаще всего? Первый. Верно. Дмитрий, каким животным был Рикки Тикки-Тави из рассказа Киплинга? Лис. Мангуст. Вадим, на какой улице Москвы находится нехорошая квартира из романа «Мастер и Маргарита»? Пас. Большая Садовая. Время вышло. Второй раунд завершен. Теперь сухие цифры. Во втором раунде я задал вам 22 вопроса. При этом Дмитрий дали 5 правильных ответов, Вадим 7. Это означает, что для вас, Дмитрий, игра закончилась. Каковы ощущения от игры? Понравилась ли она вам и что вам помешало? Понравилось. Помешало. Думаю, ничего. Моя недостаточная эрудиция. И как-то у соперника были как будто вопросы легче. Комплиментарное отношение к сопернику и самокритика – это то, что мы уважаем. Что-то можете передать телезрителям, кому-нибудь? Какие-то приветы? Нет, ничего. Ну хорошо. Тем не менее, мы вас благодарим за игру. Она была хорошей. До свидания. До свидания. Какие вопросы из второго раунда или, быть может, первого дополнительного раунда показались вам самыми интересными, может быть, самыми сложными? Самое сложное по географии. В этом я определенно силен. Самое интересное, просто не связано с какими предметами, просто по поводу некоторых фильмов, событий. Вадим, ровно 1 минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы сможете довести счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз игры «Ума Палата». Это 100 000 рублей. Я сообщаю вам и напоминаю телезрителям, что за этот куш можно побороться в конце телевизионного сезона. Вадим, сколько дней длится зима в обычном и високосном году? 95. Верно. Кто был первым человеком, ступившим на Луну? Нил Армстронг. Верно. На каком языке говорят в Бразилии? На испанском. Португальском. Какое животное самое большое на Земле? Слон. Синий кит. Ой, точно. Что такое мантисса? Придворный титул, накидка на плечи, математический термин. Накидка на плечи. Термин. Кто автор цикла рассказов «Темные аллеи»? Пас. Бунин. Какое вещество имеет pH менее 7? Пас.
кислота. Крупнейшей горной системой какой страны являются горы Загрос? Иран. Какой композитор написал оперу «Моцарт и Сальери»? Шостакович. Римский Корсаков. Примерами чего являются фразы «звонкая тишина» и «правдивая ложь». Антитеза — это тавтология, оксиморон. Оксиморон, верно. Каким знаком обозначен периодическая таблица элементов углерод? С. Верно. Как зовут главную героиню в поэме Пушкина «Цыганы»? Пас. Земфира. Что означает слово «лобильный», «подвижный», «скрытый», «откровенный»? Подвижный. Верно. Сколько континентов на Земле? 3. Континентов на Земле 7. 7. О, география. Стоп, минута прошла. За финальный раунд я задал вам 14 вопросов, при этом вы дали 5 правильных ответов. Это означает, что в решающем раунде вы не смогли пополнить копилку правильных ответов до 20 и покидаете нашу игру. Но ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Вадим, вы боялись того, что эта игра превратится в апогей вашего позора и незнания. Как вы думаете сейчас, все-таки это была достойная игра? Части да, часть нет. За некоторые ответы было стыдно. Например, про континенты. Ну, это уже мои личные знания по географии. Ну, за некоторые было не стыдно ответить. В целом, я считаю, нормальный результат. 15 из 20. В целом неплохо считаю. Да, вы верно посчитали количество правильных ответов, их всего 15. И это неплохой результат, тем более для школьника. Мы желаем вам удачи в учебе и надеемся, что и по жизни вам удача всегда будет улыбаться. До свидания. Большое спасибо. До свидания. Это игра «Ума палата». С учетом неплохого общего количества правильных ответов и позитивного настроя наших школьников, вершину эту взять им все-таки не удалось. Может быть, это удастся нашим следующим игрокам. Узнаем через неделю.